ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В администрации Ухты прошло совещание местных депутатов и представителей предприятия «Ситек». Небольшим экскурсом в суть вопроса начала депутат Госсовета Екатерина Руденко. Прошлой осенью на станции Микунь произошла разгерметизация емкостей с тетрахлоридом титана. По официальной версии вещество везли на Сыктывкарский ЛПК. Груз был доставлен в город Ухта на пассажирскую станцию, не на Ветлосян, не на другие, те, которые оборудованы спецоборудованием для разгрузки соответствующего груза. И первые два контейнера были транспортированы ночью, без сопровождения, без опознавательных знаков, через населенный пункт, вопреки правилам транспортировки опасных грузов, через поселок Шудаяк. А ведь по трассе Шудаяга и так ходят без конца большегрузонефтяников. Представить ДТП просто страшно, особенно с учетом того, что на той улице детские сады, школы и больницы. Приехавший к местным гендиректор Ситека пообещал, теперь опасный груз возят по всем правилам, безопасно. Тетрахлорид титана мы возим для нужд производства, но если речь шла о том, что вы озвучивали, что их возили там в бочках, в которых были вопросы и к состоянию, и к коррозионной стойкости, и к каким-то вещам, связанным с укладкой, мы сейчас возим тетрахлорид на площадку исключительно в танк-контейнерах. А потом и вовсе откажутся от провоза через Шудаяк. Пока этот проект не используют, но планируют именно такую схему. По железной дороге до объекта компании «Ространс» и далее, который находится в поселке Ярик, и далее уже автомобильным транспортом по реализованной объездной дороге мимо объектов или мимо территории поселка Ярик и других населенных пунктов. Это решение уже реализовано в части дороги, дорога уже принята и введена в эксплуатацию. Но что шудаякцам хорошо, то жителям Яриги не очень. Производство Ситека потребует перевозки хлора. А по мнению местных жителей, ни старый железнодорожный тупик, ни склад, построенный над ним, не отвечают нормам для приемки этого вещества. На тупике Ространс, прямо в поселке, построил этот ангар, сделал 460 метров профнастилом закрыл. Дважды пытался в администрации получить разрешение уже задним числом на строительство этого ангара. Никто им это разрешение не дал. Титульный лист есть, что они этот объект обзывали не как-то там каким-то складиком, а позвали его пункт перевалки затаянного хлора на территории производства технологического комплекса ОТКК Ространс поселок Ярик. Но странным образом, вопреки проекту, это помещение над ЖД тупиком несколько раз меняло в документах свое назначение. Данный ангар идентифицируется как вспомогательный объект, сопутствующий эксплуатации железнодорожного тупика и предназначен для защиты от атмосферных осадков, перемещаемых грузов и временного пребывания людей. А сегодня по решению суда этот объект называется производственное сооружение для перегрузки материалов горно-перерабатывающей промышленности общей площадью 464 квадрата. А раз постройка поменяла назначение, но подрядчика Ситек не изменил, то возникают дальнейшие вопросы. Куда, на какой тупик вообще придет жидкий хлор прямо в Ярике? Плюс у вас на заводе будет храниться 12,5 тонн, а в вагоне будет 40 тонн. Где вообще остальные контейнера будут стоять? Если у вас, понимаю, если, я говорю, водяная завеса будет, и все это пояснит хорошо, человек расскажет. Безопасно. Где в котловане вы находитесь? Здесь в поселке нет ничего, наоборот, железнодорожная насыпь и сверху этот вагон. Депутату от Яриги ответил директор Ространса. Во-первых, ни одного вагона они пока не приняли. Во-вторых, все пути отремонтировали. А в-третьих, склад тот оснащен по последнему слову техники. Внутри этого объекта находятся все те техническое оснащение по безопасности для того, чтобы, если в случае наступления какой-то аварийной ситуации, не допустить выход хлорного облака за пределы этого объекта. Не объекта территории самой нашей базы, а именно территории этого сооружения. То есть не выпустить его наружу. Но насколько все это подготовлено для приемки хлора, покажет только время, пока предприятие не функционирует. Но чтобы исключить все риски, депутаты настойчиво попросили все же отстроить отдельную ЖД-ветку для перевоза опасных веществ. Ну а пока купить для всех 8 тысяч населения Яриги противогазы. Резюмировал собрание мэр Ухты Магомед Османов. На следующей неделе Ситек и его подрядчик должны подготовить весь пакет документов для ознакомления. А еще провести для общественников, депутатов и журналистов полную экскурсию по производству.